кумадир, дай-ка мне такой план совпомнения, такой план совпомнения, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кумадир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Кристина и наш добрый друг Куйгарыш снова приветствует вас в школе мордовских языков. Жумбрата да кельгама ялгат. Мы продолжаем наше интересное путешествие в волшебную страну макшанского языка. На прошлых наших занятиях мы изучили слова и выражения, которые называют представителей животного мира, обитающих в Мордовии. Я думаю, Куйгарыш сейчас скажет, с какой темой мы познакомимся на нашем уроке. Друзья, послушайте мою загадку и постарайтесь угадать, о чем или о ком мы сегодня будем говорить. Снится ночью пауку чудо-юдо на суку, длинный клюв и два крыла, прилетит плохие дела. А кого паук боится? Угадали? Это? Птица! Верно, друзья, это птица. Ребята, как вы поняли, сегодня мы будем говорить о птицах и познакомимся с новыми словами по теме «нармотне» – птицы. Каждый день мы видим множество птиц. Они сидят на ветках деревьев, смотрят на нас с крыш и переходят дорогу. Мы почти не замечаем пернатых, а ведь они удивительны. Мы знаем названия птиц на русском языке, а сегодня научимся называть их по-макшански. Многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. Их называют перелетными. Весной они снова возвращаются в родные места и выводят птенцов. К ним относятся грать – грач, карга – журавль, вармазей – жаворонок, псьмар – скворец, сенкс – цапля, туртац – дрозд, пзьгата – ласточка, яксярга – утка. Молодцы, ребята! Другая часть птиц относится к зимующим. Они живут рядом с нами не только летом, но и зимой. Они питаются шишками, ягодами, семенами и могут даже зимой найти себе пропитание. Многих из них мы видим каждый день. Ребята, а каких зимующих птиц вы знаете? Ребята, назовем их вместе. Варси – ворона, мече – голубь, кранч – ворон, киркс – воробей, ситявня – синица, корож – сова, сязьгата – сорока, чавка – галка. Все верно, ребята. Некоторые виды птиц полагаются исключительно на леса в качестве среды обитания. В лесу можно услышать, как деловито стучит дятел, щебечут пищухи, поползни, сойки. Не покидает зимний лес и глухарь. Ведь у него всегда есть еда, вкусная сосновая хвоя. А вот тетерева и рябчики едят ольховые сережки, почки, ягоды можжевельника. Как же будут называться лесные птицы на макшанском языке? Вересарас – тетерев, шавача – сойка, куку – кукушка, сози – глухарь, щакшата – дятел. Но есть и такие, что прилетают к нам только зимой. Это птицы-гости. Их еще называют кочующими. Они прилетают к нам зимой с далекого, холодного севера. Наши зимние гости – это чечетки, свиристели, клёсты, снегири. В их родных краях зимой такой мороз и стужа, что им кажется, что у нас тепло. Да и корм у нас есть. Свиристели и снегири лакомятся рябинкой, клёсты – шишками, а чечетки – семенами. Для них наша средняя полоса как будто юг. Назовем их по-макшански. Кляща нярь нармань – клёст, пилекш – свиристель, вермяштиня – снегирь, якстерь, пря, тяжтя, нармань – чечетка. Запомнили, ребята? Хорошо! Итак, друзья, наш урок подошел к концу. Мы сегодня хорошо потрудились и выучили много новых слов, названий птиц, обитающих в Мордовском крае. Ребята, мы очень надеемся, что наш урок вам понравился
и вы с нетерпением будете ждать нашу следующую встречу в школе мордовских языков. Вайсидемазан кельгама ялгат. Не мазанг, кельга маялган. Кумадеры бисенза, точь мочка мадеры бисенза, вишке кума кумадеры бисенза.